Я нахожусь здесь уже полгода. Ну, я сначала решил заработать легких денег. Дома достаточно было денег, сколько мне надо. Ну, вообще на одежду, там, ну, вот это, на расходы карманные. Охота было по кафе ходить, там, всякие мероприятия. Денег не хватало. Я решил устроиться наркокурьером, наркотики раскладывать. В интернете лазил, в Инстаграме высветилось. Типа, хотите заработать легких денег, типа, вот туда зайдите по ссылке. Ну, конечно же, я каюсь, это очень плохо. Что лучше бы дома сидел, маме помогал, родителям, учился бы дальше. Работать, жизнь, семью завести. Просто впустую деньги улетели и меня ищут сюда. Так что ничего хорошего это не приводит. Здесь общался с многими ребятами. Конечно же, они осознают, конечно же, бы они лучше дома сидели. Можно было вернуть время назад, они бы это не делали. Не велись на эти легкие деньги, на эту провокацию. Как видите, ни к чему хорошему это не приводит. Мы в тюрьме оказываемся потом. Ну, просто 7 лет вычеркнул жизнь. Производство наркотиков перешло на территорию Республики Казахстан. Это серьезное явление, которое угрожает безопасности нашего государства. Здесь нужно объединить усилия всех уполномоченных органов для борьбы с этим, иначе мы упустим ситуацию. С точки зрения законодательства нужно усилить и ужесточить ответственность за все проявления наркотрафика и прочего бизнеса. То есть, другими словами, ставится задача, чтобы именно в Казахстане не дать никакой возможности наркокартелю, наркомафии свободно осуществлять свою деятельность. Полагаю, что уже осенью, с началом новой сессии парламента, нужно вносить соответствующие изменения в законодательство. Это первое. Второе. Принять самые решительные меры по ликвидации всех очагов производства синтетических наркотиков на территории Казахстана. Это очень важная задача. Мой сын осужден за распространение наркотиков, отбывает срок в исправительной колонии. На своем опыте могу сказать, что легких денег не бывает. Попав туда, вы сразу становитесь заложником этой ситуации. Арест однозначно неизбежен. Мой сын хотел, когда понял всю ситуацию, он хотел перестать работать, но, к сожалению, оттуда уйти просто невозможно. Просто так и вообще уйти оттуда не получится никому. То есть, если вы сделаете просто шаг в эту сторону, вам не дадут уйти. Вам не дадут просто завязать, просто пойти дальше жить. Опомнившись, очнувшись от этого кошмара, вы оттуда не уйдете. Никогда. Для каждой матери беда своего ребенка – это самое страшное, что может быть. Держаться надо, да, ты встаешь каждое утро, понимаешь, что его дома нет, собираешься, идешь на работу, потому что надо, живешь дальше просто потому, что надо. А жизнь, ну да, она обрывается в моменте. Өз телеграм желісінде маған жаста жаза беретін осы жұмыс туралы. Аптасына 200 мың, 300 мың табасың деп. Соны өзім қарызға бір батып кетіп,
көп ақша, көп адамға қарыз болып қалған соң сол жеңіл табудың жолына түсіп ответ бердім, маған түсіндірді, былай істейсің деп, сол телеграм арқылы сол жұмысқа кіріп кеттім. Мен онымен айналысқанда, оны ойлай бермейтін де, ондай заттарды түсінбейтін. Бірақ осы жаққа келіп түскенде осы түрмеге лагерьде бәрін түсіндім ғой. Адамдарға зиян екенін, уды таратқан екенін. Сол кейін одан бөлек өзім өмірім 10 жыл қиып өткенін түсіндім. Және таратқан оның бәрі дұрыс емес екен, осы жақта түсіндім оны. Иә, ол адаммен сөйлесеміз, күнделікті көрісеміз, сөйлесеміз. Оның бәрі осы істеген істеріне өкінеді, әрине, өйткені әр адам өзінің сұрағы әрі қалай, және де осы жаққа келіп бәрі түсінеді, бірімен сөйлеседі. Осы жақтан білесің бәрін, сен әр адам мысалы таратқан уды, осы наркотикті таратқан сайын сен адамның денсаулығын құртасың. Мысалы геноцид дейді ғой, сонымен айналысады. Оның бәрін осы жақта бірақ түсінесің, ойлада жүрсең, мысалы оның бәрін ешкім түсіне бермейді, өкінішке орай. Жастарға айтарым сол, енді ақшаға не істемеңдер. Лучше кәдімгі бір қарапайым, заңды бір жұмыстарға кіріп, сол жақта жұмыс істей берген дұрыс. Өйткені сендер одан бөлек адамдарға зиян келтіресіңдер, көпшілік, және де өздерінің өмірлерінде қиып тастайсыңдар. Мен сияқты. Мен қазіргі жастар қарап отырмын, келіп жатыр. Менен де жас адамдар келіп жатыр. Мысалы, мен өзім 26-тан 18-19 жастағы балалар келіп жатыр. Олар әлі кішкентай, көп зат көрмеген, түсінбейді. Мен өзім, мысалы, отбасым толық, әкем, анам бар. Өзімнің қарындасым бар, мен 13 жаста. Мен осы түрмеге түскен соң үлкен ауыртпашылық, әсіресе анам алып келдім, өйткені анам жүрегі өте нәзік. Одан бөлек өздерін әрең тапқан ақшалар, мысалы, екі жұмыстан тиындап санап жатқан ақшаның бәрі мен үшін кетіп жатыр, мысалы. Денсаулықтарын кетіп жатыр, уайымдап жатыр, қанша қарындасым жылап жатыр, мысалы. Сот кезінде қарындасым келген маған, сотта болғанда. 10 жыл деген срок бергенде қарындасым, анам, әкем болған. 10 жыл деген естігенде бәрілер жылап, жүректерін ауыртып, үлкен ауыртпашылық алып келдім. Я осознал, что зависимость стала для меня проблемой в тот момент, когда жизнь моя стала рушиться. Вот в этот момент я осознал, что надо что-то делать с этим. Я употреблял тяжелые наркотики. Начинал я все с легких наркотиков. Как я думал, это способ уйти в другой мир и укрыться там от боли. Но на самом деле это не так. Потому что когда ты возвращаешься в реальный мир, плюсом ко всей боли, которая у тебя есть, еще и зависимость. Перепробовал много способов лечения. Самое большое количество срывов у зависимых происходит в тот момент, когда им начинают показывать свое недоверие. Сейчас я помогаю таким же ребятам, каким был я сам. Мы занимаемся именно, работаем именно с такими людьми, проблемными, зависимыми. Единственное, что я бы хотел посоветовать молодым людям, это никогда не употреблять вот эти наркотики, ни в каком виде. Эта проблема не только становится зависимого человека, но и всех окружающих его людей. Употреблять начал из-за банального интереса, любопытства, что это, попробовать, потому что среди молодежи, актуально, многие об этом говорят. Где-то там в сети, в интернете это проскальзывает, в многих фильмах сейчас это актуально. Из-за банального интереса попробовал, понравилось это, эйфоретик, ложное чувство счастья поначалу было. Дают те эмоции, которые ты никогда не испытывал. Опасно тем, что действительно ты теряешь себя, теряешь свою суть, становишься каким-то животным. Уже тебе ничего людского не остается, только вот эта зависимость. Не замечаешь, как к этому приходишь. Пошагово думаешь, не наркоман, а потом смотришь, и уже туда только деньги уходят, все, что зарабатываешь. Впоследствии, когда денег не было, я занимал у многих, микрозаймов набрал.
кредиты, всякие рода долги у начальства на работе, у родственников, у всех, у кого мог, занял деньги. Но многие из моих знакомых, кто уже дольше меня находится в этой системе, они, когда нет средств, они идут на кражи, на что-то подобное. То есть к хорошему это не приведет. К лечению пришел осознанным выбором. Вот у меня вот после лечения цель стоит как бы полностью закончить курс, найти нормальную работу, вернуть отношения. Все потерял, теперь все вернуть. В настоящее время проблема употребления наркотиков стоит очень остро. Не только в Казахстане, но и во всем мире. В частности, употребление именно синтетических наркотиков. В медицине любую проблему, любую болезнь легче предупредить, чем потом длительно и затратно ее лечить. И чаще всего с очень низким процентом выздоравливания. А вообще мы в наркологии по большому счету не говорим о полном выздоровлении пациента. Потому как наше заболевание, если сформировалась уже зависимость физическая, это хронические, часто рецидивирующие заболевания. Наши дети, молодежь – это наше будущее, будущее нашего Казахстана, его процветание. Поэтому работа должна вестись совместно, как родителей, так и межведомственные организации. Я мама молодого человека, который сейчас отбывает лишение свободы по статье 297, часть 3. С момента преступления прошло ровно 4 года. С моим ребенком у нас всегда были доверительные отношения. Мы с ней как-то вот на одной волне. Ребенок мне все рассказывал. Находилась в отношениях с молодым человеком. И у меня всегда, я задавала вопрос: дочь, скажи мне, пожалуйста, откуда у вас деньги для того, чтобы снять, допустим, там домик на Бухтарме, на что получала ответ, что не надо так думать. Ну, бабушка с дедушкой дали. Мы, родители, мы просто обязаны быть сильными рядом со своими детьми. Ни в коем случае никого не винить, не корить себя. Поэтому надо быть очень осторожным в выборе работы. Надо быть уверенным в своей безопасности. Не вестись на легкие деньги, на большие деньги. Потому что все большие деньги, лихие деньги, это деньги, ведущие только в пропасть, только в тюрьму. Я мать осужденного по статье 297. На собственном опыте могу рассказать историю своего сына. 20-й год, ковид, денег нет. И он, чтобы заработать как-то деньги, нашел работу по объявлениям, курьер. Платят очень много. Ну и подписался вот на такое. Пошел первый раз делать закладки, и его тут же арестовали. Его арестовали и посадили на 10 лет. Я как мать обращаюсь сейчас к молодежи. Она сейчас до того какая-то глупая, что ли, до того хотят быстро заработать денег. Вы помните о своих родителей. Родители не вечные. Кто-то может дождаться, а кто-то и нет. На собственном горьком опыте могу сказать, пока он сидит в тюрьме, мы похоронили отца. Он не пришел даже проститься, потому что его не отпустит никто. А это так страшно, не бросить горсть земли на гроб родного человека. Так что вы, прежде чем что-то сделать, вы подумайте о своих близких, о себе, потому что это страшно. Это страшно для нас, для родителей, и страшно будет для вас. Құрметті азаматтар, есірткі саудасы мен есірткі айналымына қарсы күресте әрқайсымыздың назарымыз қажет. Жастар біздің болашағымыз. Тек күш-жігерді біріктіре отырып, біз оларды есірткінің жойқын әсерінен қорғай аламыз.